Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой: чего ждать от вашего мужчины в самое ближайшее время. В самое ближайшее время загадайте себе самостоятельно. И я буду смотреть на 5-7 дней. Вот. Что будет делать, как будет поступать, как будет себя вести, да? Посмотрим все подробно. Загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, так и спросите: что будешь делать, чего ждать от тебя, каких поступков, каких действий. И, конечно же, назначьте свой срок. И давайте будем смотреть. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ой, какой он у вас хитренький. Ой, какой он у вас проворный. Так, ну что, шуршать будет, девочки, туда-сюда, туда-сюда. Активную деятельность он разведет, очень активную. У кого-то отыграется, что мужчина какие-то следы заметает, да, какую-то свою вину искупает, либо будет делать все возможное и невозможное, чтобы вы о каком-то его секретике не узнали. Вот. Будет отвлекать всячески ваше внимание. Чем будет отвлекать? Задушевными разговорами, какими-то походами там, в кафе, рестораны, магазины, торговые центры, куда вы только ходить не будете. Мужчина будет отвлекать вас страстью, да, вот если вы вместе проживаете, ну просто вот такой прям накинется на вас и, как говорится, 24 часа напролет, да, не выпустит вас из своих объятий. У кого-то мужчина начнет по дому, да, что-то ремонтировать, что-то делать, там, двигать. Вдруг сам скажет: а давай мы тут ремонтик какой-то заделаем, да, по-быстрому сделаем что-нибудь, там, переклеим, передвинем, там, задекорируем. То есть будет всячески проявлять себя как мужик, да, и тем самым отвлекать ваше внимание. Ему очень важно, чтобы вы не узнали его секретик. Его секретик, скорее всего, связан с какой-то глупостью, либо каким-то опрометчивым поведением. Я не могу сказать, что там замешаны другие женщины, нет. Скорее какие-то траты, какие-то, ну, может быть, где-то не там вложился, не тому деньги дал, где-то что-то потерял, может быть, ценное, да? Просто отвлекает внимание. Вот такой вот он у вас хитренький человек. Ассортимент тут действий просто перечислять можно до бесконечности. Он попробует, девочки, все. Что делать вам? Ну, пользуйтесь моментом, если у вас есть какие-то важные дела, если вам действительно по дому нужна помощь, либо вы давно планировали что-то отремонтировать, может быть, переделать, действительно какой-то ремонтик провести, да, вы тогда, пожалуйста, его туда направляйте, пусть работает, пусть трудом, да, тяжелым физическим трудом искупает все свои грехи и все свои провинности. А про секретик его вы все равно узнаете. Рано или поздно вы узнаете. У половины из вас отыграется, что он сам проговорится, случайно проговорится. А у другой половинки отыграется, что кто-то из его ближайшего окружения проговорится. Либо друзья, либо родители, ну, либо там родственники, да, кто-то проговорится. Все узнаете, поругаете, еще по новой его заставите поработать. Ну, все как обычно у вас будет происходить. Так, а для тех, кто у меня только лишь встречается, да, вы встречаетесь, вы общаетесь, кто-то общается в интернете,
кто-то на свидание ходит. А здесь мужчинка будет, конечно же, пускать пыль в глаза. Он будет стараться показаться лучше, чем он есть. Здесь будут какие-то, вот знаете, прям пафосные вещи, да, прям представления театральные. Он, возможно, будет кого-то подговаривать, да, чтобы его там нахвалили, расписали, там, повосхищались в вашем присутствии, чтобы вы поняли, какой же он ценный и классный мужик. Да. Для тех, кто общается по интернету, но здесь мужчинка будет, скажем так, про себя всякие небылицы сочинять, невероятные истории вам рассказывать, но всячески, да, пытаться вас удивить, восхитить, ну и покорить, девочки. Да, тут старание прям на лицо. И еще момент. Мужчина, который живет, скорее всего, в другой стране, как-то очень далеко от вас он живет. Здесь от мужчины возможны какие-то посылки, какие-то подарки. Либо действительно он отправит вам посылку, либо он закажет доставку, например, на ваш адрес цветов, либо каких-то вкусняшек. Так, а у кого-то, девочки, мужчина проявит невероятную смекалку, да, допустим, каким-то хитрым образом он у вас выманит ваш адрес, где вы проживаете, по какому адресу вы проживаете. Для него очень важно это знать, ведь у него очень далекоидущие планы, да, и такие прям мысли сделать вам сюрприз. Вот, нагрянуть к вам, вот прям приехать по вашему адресу, не предупредив, чтобы вы прям обалдели и, скажем так, упали в его объятия. Ну и еще одна цель тут присутствует, скорее всего, проверить, а действительно ли вы правду ему говорите, действительно ли у вас больше никого нет, действительно ли вы там одна живете, да, либо одна с детьми живете, может быть, у вас там мужчина в соседней комнате, а вы тут сидите с ним, переписываетесь, рассказываете ему про любовь. Да, такой мужчина интересный. Так, а для тех, кто у меня по какой-то причине сейчас не общается. Ну, возможно, поссорились, возможно, вы как-то вот паузу взяли, разошлись по разным углам, как говорится. Здесь мужчинка к вам будет подсылать ходоков. Да? К вам будут приходить разные люди, ваши общие знакомые, возможно, даже с вашей стороны он кого-то подговорит, то есть ваших подруг, ваших родственников, да, и будут закидывать удочку. Ну, что ты думаешь о нем? Может быть, ты погорячилась, да, ты без него не скучаешь, а ведь ты знаешь, он ведь неплохой мужчина. Либо, ой, ты знаешь, он так сейчас сдал, ему так плохо без тебя. То есть будут прощупывать почву по его просьбе, да, как вы к нему относитесь, как вы там отошли, не отошли, готовы помириться, не готовы. И если он получит зеленый свет, то есть поступит к нему информация, что да, вы готовы его простить, что вы скучаете, что вы готовы пересмотреть все то, что было между вами, то мужчинка, конечно же, будет делать робкие шаги, очень робкие. То есть прям так прийти и сказать, что прости меня, я был неправ, хочу с тобой помириться, так не будет. Но он будет придумывать какие-то, скажем так, маневры, чтобы и особо не напроситься, чтобы особо от вас еще и не получить при этом, но с вами свидеться, да, будет действовать по обстоятельствам. То есть мужчина может вам позвонить, либо написать и сказать, вот ты знаешь, я у тебя что-то забыл, и мне эта вещь очень срочно нужна. Можно я там заеду, заберу, да, будешь ли ты дома во столько-то, столько-то. И если вы согласитесь, конечно же, он приедет с цветами, с шампанским, с извинениями, и уже тогда вы помиритесь. Если вы скажете, что я все твои вещи отнесла на помойку, да, на мусорку отнесла, то, конечно же, девочки, он будет ждать, выжидать и еще больше к вам подсылать людей, кто бы за него, как говорится, замолвил словечко. Да. Вот. И еще момент. Для тех, кто прям очень сильно расстроился и прям, ну, я не знаю, разводитесь, возможно, вы, либо вы друг другу в лицо сказали, что все, разводимся, и точка, абсолютная точка. Здесь, скорее всего, мужчина может к вам подослать адвоката,
действительно адвоката, который будет вам рассказывать, что это очень плохо разводиться, что это очень дорого, что вы, если пойдете на этот шаг, скорее всего, там без ничего останетесь, что этот мужчинка все у вас заберет, и не надо так поступать, и что лучше надо там подумать, и так просто развести не получится вас, что нужно будет еще какое-то время выжидать. Ну, понимаете, будет воздействовать. Вот как сможет, так и будет воздействовать. Так, и еще важный момент. Важный момент для тех, кому мужчина что-то обещал. Какое-то обещание он вам давал. Что-то сделать, купить, не знаю, подарить, либо вас куда-то отвезти. Вот. Мужчинка постарается обыграть эту ситуацию таким образом, чтобы сделать по максимуму. И если вы поедете с ним в поездку, а я вижу, тут у кого-то дороги выходят с этим мужчиной, то он вас в этой поездке, ну я не знаю, он чем-то вас порадует, чем-то очень вас удивит и, скажем так, воспользуется моментом, девочки, чтобы вы стали еще ближе, ну, насколько это возможно. Вот. Мужчинка, видите, как старается, работает на свой имидж, работает на то, чтобы вы еще больше в него влюбились, на то, чтобы у вас все было хорошо. Но да, не всегда он это делает правильно, не всегда он это делает умело, но тем не менее он в вас очень заинтересован. Вот в каких бы вы отношениях сейчас на сегодняшний день не были, живете вы вместе, просто встречаетесь, либо вы поругались, мужчина очень в вас заинтересован в том, чтобы вы были вместе и чтобы между вами был мир, любовь и счастье. Вот ценит он вас, девочки, несмотря на то, что иногда ведет себя как поросенок, несмотря на то, что, ну, такой он у вас противненький. Я ведь вижу, у кого-то из девочек мужчина прямо нервы может потрепать и трепет периодически, но тем не менее он вас очень любит, и он не готов вас терять, не готов, и все. Так, а для тех, кто у меня в треугольнике, кто в треугольнике, девочки, не ждите особой активности от мужчины вот в плане личного присутствия, но переписка, звоночки, но опять же таки, да, денежек может вам подкинуть. То есть он будет проявлять свою любовь и заботу к вам вот именно в виде денежных поступлений, да, либо каких-то вот дорогих подарков. Либо, например, вам нужно что-то купить, а он вам говорит: вот тебе карточка, иди и там, скажем так, безлимит. Сколько надо, столько и бери, ни в чем себе не отказывай. Вот, то есть мужчинка будет вас тут подкупать, компенсировать вам то, что он не может быть с вами в моменте здесь и сейчас. Хотя очень-очень хочется. Да. Хорошая, добрая отсыпка. Здесь вот такая прям сладенькая энергетика от вашего мужчины идет. Энергетика любви, энергетика желание, энергетика, вот знаете, как быть единым целым с вами. Это очень хорошо. Ну, пусть старается. Пусть старается. Главное, чтобы вы улыбались. Главное, чтобы вы чувствовали себя счастливой. А он может, скорее всего, таки вызовет у вас это чувство. Чувство радости и удовольствия. Вы себя с ним счастливой почувствуете. По крайней мере, поймайте себя в моменте, когда так себе и скажете: ой, а я ведь с ним счастливая. Как же мне хорошо с ним. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.